тотальный диктант помогает приобщить тех людей, которые, может быть, с университета или со школы современного чего-то такого не читали, к тому, что происходит сейчас в русской литературе. Русская литература, как и русский язык, это живая материя, которая развивается, и очень важно, мне кажется, делать периодически апдейты и быть в курсе того, что с этим совсем происходит. Я, выбирая тему для тотального диктанта, когда выбирали меня в авторы, меня выбрали потому, что, насколько я понял, год прошлый был очень апокалиптический, казалось, что вот-вот конец света, чем все кончится, неизвестно. Подумали, кто у нас специалист по концу света. Это Дмитрий Глуховский, он написал книжку про ядерную войну. Мы его знаем по этой истории. В общем, доверим-ка мы в эти мрачные времена человеку, который специализируется на мрачных историях, этот диктант, этот текст. Но я лично, когда мне эта возможность была предоставлена, подумал, что хочется высказаться совсем на другие темы. И это не темы сиюминутные, не темы того, что нам в прошлом, и даже, может быть, еще немножко в этом году все еще кажется, что будущее у нас туманно или мрачно. Хочется, наоборот, в такие времена вспомнить о том, что помогает нам держаться, что наполняет нас силами, энергией, и ради чего мы, в общем, живем. Это наши семьи, связь, которая у нас существует с нашими родителями, связь, которая у нас существует с нашими детьми, то, как мы передаем свои мечты, получая их от своих родителей, передаем их дальше своим детям, а те связи, которые между поколениями существуют, то, как мы продолжаем себя в своих детях и сами того, может быть, до конца не чувствуя, не понимая, являемся продолжением своих родителей. И как не сразу это мы с вами осознаем. И как через семью, да, не мама, папа, я, вот эта вся история какая-то такая веселая, мультяшная, а семья, которая проходит от предков через нас к нашим потомкам, как мы, собственно, за счет этого являемся бессмертными, как мы получаем надежду на продолжение, и не только генетическое продолжение, да, но и продолжение какое-то духовное. То есть мы учим своих детей тому, чему учили нас наши родители, передаем им какие-то заветы, делимся своими собственными жизненными открытиями и передаем им те задачи, те мечты, которые сами не успели осуществить. Я вот именно этой теме решил посвятить текст тотального диктанта. Кино, которое было снято режиссером Ланой Влади по моему тексту, связано с тем, что сам текст делится в этом году на 5 частей. Мы сегодня с вами будем писать только одну из этих частей, потому что текст достаточно большой получился. И чтобы вы понимали, часть какой истории сегодня вы записываете, не переживая особенно за героев, потому что каждая из этих частей заканчивается клиффхенгером, так называемым, таким надрывным, тревожным моментом, и только в финале все, как вы видите, заканчивается, в общем, хорошо. Мы решили снять фильм, который бы все это поставил в контекст, объяснил, что происходит. Итак, сегодня мы с вами пишем вместе с Дальним Востоком первую часть этой истории, с которой все, в общем, начинается, которая рассказывает историю маленькой Тани и ее папы, и того, как они в первый раз идут, собственно, к морю. И где Таня открывает, может быть, в первый раз для себя, что вся жизнь на земле заканчивается смертью. Давайте приготовимся. Сначала я прочту вам этот отрывок целиком. Да? Писать пока ничего не надо, вы просто слушаете и получаете первое впечатление о тексте, запоминаете плюс-минус, о чем пойдет речь, чтобы вы дальше в тексте ориентировались. После того, как мы прочтем все в первый раз, я начну читать текст по предложениям. И в это время вы будете уже записывать каждое из этих предложений. Каждое предложение будет читаться в общей сложности 4 раза. Сначала предложение целиком, потом 2 раза по фрагментам,
И потом, наконец, еще раз целиком предложение. И в конце я еще раз вам прочту весь текст. Я вас попрошу, когда вы заканчиваете писать фрагмент, смотрите на меня, чтобы я знал, когда можно продолжать читать дальше. Да? Чтобы не было такого, что кто-то сильно отстает у нас. Итак, рассказ «Обещание», часть 1, «Море». Сосны обступали тропу плотно, и хотя истыканное их верхушками небо светилось голубым, в лесу было сумрачно. По тропинке вперед бежали муравьи, большие, красные, по своим каким-то муравьиным делам. «Смотри, пап, им с нами по пути», — сказала Таня. «Наверное, они тоже на пляж собрались». Папа улыбнулся ей сверху. «Если бы не ты, я бы и забыл уже, что они существуют вообще, муравьи. Пойдем, не застревай». Но Тане непременно нужно было узнать, зачем муравьям к морю, и она все время приставала к ним взглядом. И вот выяснилось, им не к морю нужно было. Добежав, они облепляли большого рогатого жука, которого на этой же тропе к морю кто-то раздавил. И он теперь лежал тут, подобравшись, а муравьи тормошили его и разбирали на части. У жука Таня остановилась на бесконечную минуту и отошла от него уже не восторженная, а раздумчивая. Потом сосны отступили, рассвело, и перед Таней открылся огромный мир. От одного его края до другого шла широкая песчаная лента. За ней зеленело плоское море, а сверху этот мир был накрыт небом, о глубине которого можно было догадываться по кажущимся крохотными облакам. Проведя Таню через лес, папа отпустил ее руку и пошел мочить ступни в спокойной воде. Ветер дул Тане в лицо, как дует на царапину, чтобы не болело. Но у Тани болело. Она нагнала отца до того, как он успел зайти в воду. «Пап, а ты ведь еще не скоро умрешь?» — спросила она. Папа улыбнулся. «Не скоро», — пообещал он. «Я вроде не такой уж и старый». «Ну, все-таки довольно старый уже». Таня подумала и решила. «Ты не умрешь, пап. Я когда вырасту, стану ученым, сделаю лекарство от смерти, и тебе не надо будет умирать». Договорились. Отец, стараясь не смеяться, пожал ей руку, как мужчины друг другу жмут, и вошел в море. Мы начинаем с вами писать. Доставайте ручки, планшеты. Я прочитываю сначала предложение целиком, потом читаю его по частям. Да? И потом еще раз целиком. Когда будет красная строка, я буду вас предупреждать, что пишется новый абзац с красной строки. Тотальный диктант, он объединил такой разных людей, разных поколений, и что все они объединены, наверное, любовью к русскому языку. С одной стороны, текст очень простой, если судить даже по грамматике и вообще в целом, но с другой стороны, очень глубокий. То есть он для именно размышления какого-то о смерти, об отношениях между дочкой и папой. Такие они трогательные, и даже вот в простых каких-то диалогах и в простых словах столько глубины. Очень классно, очень здорово описана природа. Честно, для меня это было очень волнительно, и так как город Якутск стал столицей тотального диктанта, это большая гордость и честь. И я, как диктующий, представляю, получается, как один из главных, наверное, людей, который представляет и читает, собственно, этот текст. Для меня это большая ответственность. Я не ожидала, что будет столько человек. Это даже удивительно, на самом деле, потому что столько людей вовлечены и готовы показать свои знания, и то, что русский язык — наша сила.